Қадірлі жамағат. Так, салям, джамагат. Так, сегодня на 2 ютубах будем. Короче, я сегодня научился делать с этим ютубом кое-что. Так, с комментариями. Так, а здесь дадим. Так. Мусор всякий писать. Я там сделал, научился сделать 15 секунд этот сообщение. Каждые 15 секунд могут писать. Вот там кипиш такой становится. А в новом пусть пишут хоть кто. Будем блокировать. Итак, бүгінгі тема не указаны. Просто бүгін была беседа обо всем. Бүтін наверное. Так, сөйлеп шығырбыз. Так, будем почитаем какие-нибудь новости. ВКонтакте пороемся. Шулай. Ну, бірінші, наверное, начнем говорить об этом. Как обычно, с моего телеграм-канала. Так, салям. Бір, 2 кіші мында, 3 кіші мында. Утро. Так, ладно. Там очень много за весь день. 24 түні событий. Может, что-то я уже обсуждал, что-то нет. Қарайбыз қазір. Кеше бит енді түнге қатты мен стримил. Так, получается,
Мы вчера говорили про украинцев и так далее. Так. Ну вот первое, короче, упоминание Беган о том, как из этого, получается, группы у меня в Телеграме идет вопрос о том, как о героях Баймака заговорили в ООН. Тоже мне тоже интересно был хабар, получается, о том, что почему этот телеканал Дош этот чертовый, да, ведь какой-то не навык. Ну, яңалыклар разные бар инде монда. Вот так. И вот, монда именно интересный момент, почему в тот день я уже об этом подымал, почему баймаковские все вот эти, так скажем, не знаю, как их назвать даже, эташляр, наверное, более, да, так интересное слово будет, эташляр, пожаловались телеканалу «Дождь». И пошло-поехало, и это узкожопым, получается, тема такая вот интересная, чтобы им раздувать это. Особенно телеканал «Дождь» связан с навальнистами, всякой вот этим ходорковскими, вот этой всей херней имперской, шовинистической. Вот после этого они, получается, вот этот протест, который в Баймаке был, все куда-то рассыпались. Сиксянкеша утра зинданда, и колганлары куадр коштылар инде, ну и вся вот эта фигня. Но ихняя вся тематика идет микс, понимаете, микс. Из-за того, что одна какая-то часть с русней топит, другая какая-то часть, которая порой мне тоже пару человек вроде из этой коллекции пишет. Вот. И получается, они топят вроде бы с Горбасовым вместе. Какая-то часть. А какая-то часть топит за Алсынова. А одна, самая тупая часть, топит с Ильдаром Юмагуловым, которые топят с Русней. Типа у них многонациональная страна, туда-сюда, республика, монашу херня. И вот, прихватив вот эту тему, они раздувают такую вот непонятную ситуацию, что Башкортостанда Куштау как бы главнее и более такой, не знаю, такой надувательское такое, дебильное, короче, свое вот это отношение они начали, да, ведь как бы, ну, гора там, ну, чё, земля там, да, и чё. И в оконцовке попались, как я обычно всегда говорю, люди. Опять попали люди и под раздачу и Алсынов утра, и Сиксянкиша утра. И тут они вот эту тематику говорят, что вот эти узкозадые постоянно эту тему поднимают, пытаются поднять, не знаю почему, потому что это и не годовщина этим событиям, там не месяц назад было это там и так далее. С бухты-барахты просто берут и поднимают вот эту тему. Почему? Потому что я считаю, что они поднимают эту тему тем самым нагоняя шумиху, потому что дождя, да, порой иногда толком нечего говорить. Вот порой иногда я тоже думаю, с какой же темой выходить. И вот они, получается, цепляются на разную тематику, которая связана какими-то событиями вражки. А с другой стороны, оларға даже башкорт белән татарны кирәге дә юк оларға. Им это не нужно вообще. Поэтому я и злюсь тому, что там звучит голоса Габасова, это Алтына Валитова.
Потом еще всяких ушлепков, которые дали интервью. Нахрена? Нахрена давать интервью этим узкозадым? Мен оңнамим. Если потом добавлю, как раз сегодня мне пришлось прослушать, потому что люди просят, чтобы я его прослушал и понимал, о чем речь. И Габасов тут начал говорить там башкортлар та-та, па-та, короче, да, ведь. И вот, ну, башкортлар сугушка бармагас, ля-ля-ля-ля, я уже вам это долблю уже сколько, да, насчет этого. И тут, получается, он про это говорит, у него здесь, блин, интервью дается этому Дождю почему-то. Он давал, не давал, я не знаю, конечно. Может, его голос просто они вырезают и вставляют туда. Я не знаю. Но Алтынай Валитов точно давал им. Интервью давал. И получается, что получается? Херня получается, что безде тутуруксуз кишилерде тутуруклу нәрсеге эш юк. Бірісі оннан таудан түші, бірісі тауға бара, непонятно. И от этого исходя у меня просто нет слов. Я не знаю, как этот народ угомонить и в то же время собрать. Собрать их в одну кучу мы не можем. И, конечно же, было сегодня типа предложение біздің земляктан, так скажем, Башқұртстаннан, так скажем, типа Габбасов білән мен сөйләшә тұрған болсам, мен битімні көрсәтіп сөйләшергә кирәкмен екен. И типа по его словам, я, оказывается, типа они уже говорили об этом, и я как бы должен выйти. Но я на это не согласен. Выйти, если я хотел бы, я бы в своих эфирах уже вышел бы. И любой, кому надо, со мной поговорили бы, если им надо. Но когда человек хочет поговорить, и я должен себя показать на весь мир, ну, я думаю, это уже как бы не демократия, а это уже принуждение. Поэтому менять там я рад, да, окей, и, короче, yok, олай болмай. Вот и все. Шунарға, еще раз напоминая, башқұрт білән татар халқына, если сіз күрәшәсез екен, Кашаповлар буламы, Габбасовлар буламы, если сіз күрәшәсез екен, бірге күрәшергә кирәк. А не так, как когда Кашаповым, понимаешь ли, мои слова не понравились, они, получается, хотят принимают людей к себе в группу в WhatsApp, хотят не принимают, типа меня выкинули оттуда, потом этого Павла Железняка выкинули, сказав, что он ФСБ. И полный какой-то кошмар происходит. Если вот таким образом мы будем работать, если мы таким образом, да мы нихуя никогда ничего не добьемся. Безда будет такая же херня в том понимании, что как вот с Русней жили, получается, этот Путин сдохнет, придут навальнисты или ходорковские, также будет он иметь Башкортостан с Татарстана, потому что они не хотят отпускать его, потому что столько алтын-палтынларны ким жибәрәсе килә инде. Беркем нефть, бөтен әйбер бар. Байлык. Ким бирәсе килә? Чечняны бирмиләр, беркем Бурятияны бирмиләр. Само собой, Саха-Якутия алтынын да бөтен җирдә, точнее, алмазы. Кто отдаст? Никто. Где по 200 грамм алмазы выходят там, блин, бортош кебек алмаз чыга. Кем инде шуны просто так биреп куя? Шунарга. Башкортка, һәм татарга, һәм башка халыкка бер-берне аңларга кирәк, что без берләшергә тиешбез. Уже 100 мәртәбә инде әйтелде бу нәрсә турында. Берләшергә кирәк. Шунарга, когда идет речь о таком моменте, о том, что бездә нету взаимосвязи, так скажем, взаимного вот этого восприятия слов, там, принять друг друга, там, без высокомерия и так далее. Манашу эверлер бездә не работает. И поэтому безне үстебездән командует вся вот эта шушера, блядь, узкозадая, которая хочет просто так нас, получается, рассорить до досконального, да, и, получается, полностью нас долбить за это. Кича Давидин клуб Суляшильде, клуб Айтельде, короче, вам огромный пример был, это вот украинцы. Украинцы как ведут. Вчера много говорил, оказывается, вот этот момент именно я не сказал, вроде бы.
вот вспоминая сегодня, обрабатывая свои мысли о сказанном, я размышляю. Туда-сюда қойтам, нәрсе айттым, нәрсе айтмадым, есіме түші, бәлкім айтқанмын, бәлкім айтмагандыр, бәлкім мен в этом флаконе я его не говорил, как-то по-другому преподносил. Мына, когда насчет украинцев мы говорим, и получается, как этот, все говорят то, что люди уедут, умирают, туда-сюда, все вот это мы говорим, но это понятно уже, все поняли, все за деньгами едут, все это ясно. Но когда, получается, здесь живешь где-то на стороне, и вот эта наша часть людей, которые идут воевать, башкорт белән татарлар, вы думаете только о своем кармане и о себе. И Башкортстанны спасениесін сіз уйламайсыз. И в то же время вы огромный колоссальный урон приносите шығып кеткен или вообще ни при каких обстоятельствах не касаемые башкорт татарларға. Это что означает? Это означает, что сіз топчете полностью безне миллятны. И в тот момент, как раз таки, как я грызанулся с этими хохлами, я это понял. Вот это я, наверное, не высказывал. Именно вот это движение наше, убийство хохлов, приводит к тому, что они уже здесь нас причисляют к этим узкозадым. Получается, я вообще даже, блядь, шибен утырганым югали, блядь, бұл дүнияда, Алла. А получается, я уже, получается, с той же категории. Мен ведь башкорт, мен ведь татар. Сегодня как раз я записал в ТикТоке, если кто есть из ТикТока, слышали, наверное, как я сегодня утром разговаривал с одним чуваком, с хохлом, короче, который говорит, ты же с Башкортостана? Я говорю, я с Башкортостана, я говорю, татар, типа, да, вот так примерно сказал. Я же не буду говорить там татар, башкорт, узбек, блядь, как бы он быстро общался. И я говорю, мен татар, короче, Башкортостандан. И что, примерно, да, я ему кинул такую заяву. Он говорит, ну вы что, не бухаете, что ли, да я? Понимаете? Тут, получается, его нацизм уже переходит на мусульман. Я говорю, при чем тут я бухаю или нет? Я у тебя, говорю, комнату спрашиваю, или там койко-место спрашиваю, ты сдаешь или нет? И он начал, раздул, там минуты две мы с ним, блядь, грызлись нахуй. И потом я комментировал и так далее, и все это вот выложил где-то, блядь, я не помню. Я, может, не загрузил еще в YouTube. Но суть в том, что шу кутакбаш и анды кутакбашларманда дохуя хохоллар, они, получается, своим хохлядским вот этим ебучим движением уже, получается, они действуют одним макаром, свой нацизм врубают из-за того, что, блядь, наши убивают их, а попадаем мы под раздачу, который вообще ни при чем, блядь. Шунардан соң возникает теперь вопрос. Подобие меня, наверное, возникнет или нет? Менде возникает сразу. Мен баштан айттым, манкуртларны бүтінісін сігірген нахуй. Хазір енді уже точно нахуй, я утверждаю это нахуй высказывание нахуй, что манкуртларны бүтінісін біз кірге жоткызабыз нахуй. Сігіліп қотағыз нахуй. Манкуртлар, которые сейчас идут оқшайшлерге, и топчете безне миллятны, позорите, пидорасы. И тем самым нахуй даете нахуй низость нахуй нашему народу во всем мире. Когда, блядь, какие-то хохлы, которые жрут сало нахуй и пьют нахуй горелку, блядь, они будут нахуй нам говорить, что без нахуй такие-то такие. И даже мен, как узбеклерде айталар, емеген сомсага пулыны төләяппан. Кәлленге кутагымлар. Из-за этого, башкорт белән татарга нахуй еще раз предъявляю. Еще раз нахуй. Мен Алладан гына сорыйм, мені кулга корал гына төшсен нахуй. Бүтүнүгүзүнү сигип ташлайм нахуй. Это гарантия нахуй. Шул, блядь, Кувандыкский коридорга менге юл гына ачылсын нахуй. Мына һәр биригиз нахуй, который, блядь, мені мыскыллауыма нахуй будет, точнее, уже содействовал, һәр биригизне нахуй яткызам нахуй. Это нахуй не угроза нахуй,
Это нахуй никакое не предупреждение, а это конкретный нахуй вам ультиматум нахуй. За ваши гондонские действия, которые нахуй нам, невидным людям нахуй, не дает покоя жить даже, блядь, если на то пошло. Вы, гандоны, нахуй, причислили нас своим действиям убийственным, нахуй. Блядь, сделали нас такими же, как, блядь, как будто бы узкожопами, нахуй, из этой категории, нахуй, которые, нахуй, едут, нахуй, убивать, нахуй, украинцев. После этого, нахуй, кто вас будет уважать? Сіз құттақ сынықлары, которые просто так нешіктір туылып қалған ташшаклар, дүнияға келіп қалған гандонлар, и будете нахуй нам, блядь, нахуй, блядь, мешать жить нахуй. И потом вы хотите шул Башқұртстан мен Татарстанда яшарға? Құттағымны тұтығыз нахуй. Сізге нахуй мынандай гандонларға, har millatga айтам мен мына, блядь. Чеченға да, Дагестанға да, har bir. Сізге нахуй онда урын жоқ яшарға. Сіз нахуй недостойны там жить, блядь. Пидорасы. Не нужно нахуй мне говорить, что я предал нахуй. Мен құттағымы куйганмын нахуй Путинға. Сізге, блядь, 500 раз құттақны куям, блядь. Нәрсәгә? Потому что вот исходя вот из этой тематики, которая раздулась вот на пару дней назад, начиная с пятницы, нахуй, вот этот период, блядь, дүрт-биш күн ішіндегі, нахуй, тематика, которая не затрагивалась пока еще, она затронулась нечаянно. И мен осознал, что вот эта вся политика говна, блядь, которая идет, блядь, с этой гондонской рашки, блядь, она вылилась, нахуй, на все, блядь, нахуй, категории людей, которые даже ни при чем вообще. После этого, прожив какую-то жизнь Башкортостанда, Хам-Татарстанда, киши думает, наверное, что они там родились и так далее, и думают, защищают что-то, блядь. Что вы защищаете там? Меня, блядь. Что можно там защищать, идя, хуй знает, чужую какую-то территорию, и вы, блядь, гробите другую землю, и тем самым вы как будто защищаете нахуй Башкортостан. Вообще, блядь, не могу понять вот этого. И после этого вас, получается, вернувшихся инвалидов, нахуй, всякого вот это, маньяков, нахуй, тюремщиков, нахуй, всех выпустили, долбоебов, которые сердца жрут, нахуй, у таджиков, нахуй, который зажарил сердце, нахуй. И вот эта всякая хуйня, достойно жить Башкортостан на Татарстанда, вы думаете? Нихуя. Нихуя. Сіздің урнагыз, нахуй, какой-нибудь, нахуй, в диком острове, где вы друг друга будете жрать, нахуй. Отвезти вас туда, нахуй, и чтобы вы там друг друга жрали. Башқұрт боласыңмы, урыс боласыңмы, татармы, блядь, евреймі, аузыңа сіккенмін бүтінігізді, нахуй. Аузыңызға құйып қойғанмын. Потому что сіз, нахуй, сіз, инәгізні, атағызны, 41-45-те соғышқанларны, не оценив ихние подвиги против фашизма, пошли и стали фашистами, нахуй. И тем самым, нахуй, затоптали, нахуй, башқұрт, блядь, татарны исемін, блядь, полностью, блядь, нахуй, тығып ташладыңыз, нахуй, ботқаққа. Где отмыться будет очень сложно, очень сложно. Это нужно будет говорить каждому, что, блядь, айе, бізді туғанлар мына шунды ие. Как гөмір бойы отмазывались немцы, какая-то часть, пока она не сдохла, и до сих пор отдувается от этого. И тоже положение получилось в Башкортостане, Татарстанда. В каком-то году, 1800 каких-то годах, выгнали французов во Францию. Та же тематика, но об этом мы пытались забыть, мы об этом даже не знали, если бы не знали бы историю. Но теперь шулук айберны мы сейчас на своей шкуре испытываем. Башқұрт белән татар. Которые ненасытные, нахуй, ақшаға туймаған, хайвандан да теге бәттәр, нәфсі, аш, блядь, нахуй, мына шундай милләт килеп чыккан икән, блядь. Путин, который вас воспитал. Даже не Путин, 91-нче елдан бирле сез воспитаны шундай, блядь. Может, даже мен туймаганча воспитались вы так. И
Mana men da ведь sizni sridadan chiqqan. Почему men по-другому мыслю? А siz qutaqboshlar rжавый kalashnikov, блядь, tutib sug'ishga borga o'ylaysiz. Men вроде sizdan, shu Boshqirdistondan. Boshqirdistonni balkim dege sen Boshqirdistondan tugilsin deb aytirsiz. Onlarga da men bugun javob topib qo'ydim. Boshqirdistonni men Ufa yog'indanman men. Ufani bir yerlarini может aytirman, balki mana esimga tusha turgan yerlar. Допустим, проспект Октября, чтобы вы понимали, что мен Башкортостандан, чтобы, блядь, у вас претензий не было меня. Подобие Руслана Габасова, не выебывались на меня. Не думали, что я какой-то Узбекистандан келген малай. Проспект Октября. Onda раньше tramvay yo'li bor edi. Hozir tramvay yo'q, kengaytirib qo'yib qo'ydilar. Firma Mir bor edi. Firma Mirni торговый центр ishlab qo'ydilar. Mir etib торговый центр bo'ldi. Дальше что там? Дальше идет цирк, блядь, Сипайлово. Сипайлово было хуевое место, его сделали, да, хуя домов сделали. Нормально. Мен туганларым анда яши. Потом дальше, блядь, самое гондонское место нахуй. Это Черниковка, где одни наркоманы, одни пидорасы и вся шушера. Элвин Грей с Черниковки. Элвин Грей, гондон, который против Алсынова, который топил. Он оттуда вышел, блядь, с бараков, нахуй, бомжара ебучий, нахуй. И кеше болған, блядь, Кутақсынова. И шундайлар да хуя. Потом осқа түшебіз, мында. Мында Хадия Давлетшина, аграрный университет. Қаршысында заправка. Хуй его, Башнефть или хуйнефть, блядь. Потом дальше пошли. Мында туда-сюда, автовокзал, Южный автовокзал. Дальше мында киттек. Оскат Шабас. Правое белое, левое белое, нахуй. Мост, Тимир-Юла. Тимир-Юла тоже из Киева, нахуй. Потом сделали новым, сделали пешеход какой-то проходимый. И внизу что-то намудачили, где постоянно было такси постоянно, блядь. И постоянно, нахуй, вот эта стена, блядь, обваливалась, нахуй. Ну, там тоже марафет навели. И чё? Карл Маркс там көтәреләсең үскән, нахуй, блядь. Гафури туда-сюда. Потом Карл Маркс там көтәрелеп, анда авиакасса бар. Авиакасса, что там, Чернышевского, блядь. Еще әлләнәрдәй урамларында дохуя. Истаюк. Потом дальше китайцам анда МВД ягында, нахуй. МВД, нахуй. Акбузат, блядь. И так далее. Мына Уфа. Башка районларда инде толком мен исемдә юк инде. Башка районда мен күп булганым да юк. Исходя от этого, мен сезгә примерно описал улицы Уфы. Чтобы у вас не было претензий, кем мында, блядь, башарасын күрсәтмәстән, битен күрсәтмәстән мында сезгә сөйли Башкортстан турында. И нәрсәгә мин сигенәм. Просто так мин сигенмим. Мин, чтобы, блядь, башкорт жүнне башкорт белән татар калсын, шунда яшәсен дип сигенәм. Миңа 39 яшь. Миннән иртә бәлкем кемдер сигенәдер, белмим. Миннән яшьләр бардыр сигенә торган. Но аларны мин әле күргәнем юк. Каясыз, хрен знает. Но мин мына шул акылга килеп җиттем, что мобилизациядан башладым. Мына YouTube ачырга предложениелар булды. Мына шулай ачып, TikTok ачтым, потом туда-сюда булып, мына шулай бу шул дәрәҗәгә килдем инде. Бу дәрәҗә түгел инде. Буны дәрәҗә дип куям инде, но шул положениегә килеп җиттем. Потому что сез теге нәрсәкә яхшылыкны аңламый торган халыкка әйләнгәнсез. Сезгә только аламалык кирәк, яманлык, мына кеше үтерү, мына шундый системаларны сезгә доносить итеп торсаң, әз генә акклимация итә башлыйсыз, әз генә уянасыз. Но и то не на время. И потом опять дальше идете нахуй. Акча юк дип сугышка китәсез. Ну, Сибиргә гомер буе Сибиргә акча артыннан йөридегез. Сибирдә йөрегез тогда. Сибирдә, как говорится, золото копало, нахуй, пизду давало, деген мына частушкаларны әйтеп йөрегез, урысларына частушкаларын нахуй. Вот Сибиргә барып, золото копайте нахуй. Нахуя вы идете на Украину за 200 тысяч рублей, блядь? Всего лишь это 2000 евро нахуй. Грубо говоря, мына Европада әйбәт кенә мына эш бирсәләр, сезгә әйттем 80 сумнан. Ну, грубо 100 сумнан да табырга можно, наверное. 20 көн эшләсәң, 20 көн нормальный, үлмичә, кеше үтермичә, кулыңны канга батырмыйча эшләсәң 20 көн, мына монда 2000 табасың икән. Ул 2000-ны алып күтеңә тыгасың, кая тыгасыңдыр, мен белмим. Ул 200 меңне нәрсә эшлисеңдер ул Башкортстанда. Это дохуя ул Башкортстан өчен ул 200 мең. Мен аңламыйм, блядь, ул акчаны нәрсә кая тыгасыз? Опять шул кредитка барып тыгасыз бит инде. Харам акчагызны. Балагызга эпей аласыз, süt аласыз, мына шундый ит аласыз, ашатасыз балагызны. И что с этого? Получается, алар харамны ашый да инде. Лучше, блядь,
пизду, блядь, degan kebek, пиздуйте с Сибирьга нахуй и копайте золото нахуй. Зато хоть, блядь, халяльно будете находить. Күшіңіз белән нахуй. Автомат тотып түгел нахуй. Кулны канга батырып. Шулай, шунардан соң сез уйлыйсыз, Башкортстанда сез тоныклы буласызмы? Юк. Без, Алла берса, барыбер снесем эту власть нахуй. Путин барыбер сыгылып ката нахуй, рано или поздно. Навальныйслар не придут. Мы тоже будем готовиться к этому, но надеюсь, к этому моменту Башкорт, блядь, татар услышат мои слова. И мы соберем отряд. Навальныйсларга юл куерга түгел нахуй, Башкортстан менен Татарстанга нәрсә булса да. Ну, конечно, мен Алла түгел инде, Алла нәрсә язган шул була. Но нәрсә әйтергә им. Чтобы мы, когда зайдем, вы не думайте, что вы будете героями также с орденами своими. В этот момент лучше вам эти ордена спрятать и переобуться побыстрее. Потому что һәрберегезне нахуй тотып, мына хәзер как Хабиров тота һәрберне Алсыновларны, һәрберен шулай тоткан кебек без дә сезне тотабыз. Bütün ментларны очищать будем. Депутатлар, курултайлар, все очищаться будет. Хабиров сразу очищается. Bütün әйбер очищается. Bütün райондагы, bütün нахуй Карайдел буламы, Бирский буламы, любой bütün районлардагы нәрсәкәй хакимларны да бүтүнесен күтәрәсе кергән нахуй. Бүтүнесен куып чыгарга. Бер сельсоветтагы хуҗа калмый. Берсе калмый нахуй. Bütün нахуй сельсоветтагы әйберләрне нахуй архивларны полный рост тикшерегән нахуй. Кем нәрсә кая? Bütün нәрсә лишний нахуй ягып ташларган нахуй. Урыстан калган хуеталарны весь сжечь нахуй. Только оставить нахуй для истории что-нибудь. И все. Что были такие пидорасы узкожопые, и мы уничтожим их. Шулай. Шунарга сез уйламагыз, что сез анда герой булып каласыз без кергәч. Сез шүплеккә әйләнәсез нахуй сразу. Может даже создадим для вас отдельную каторгу нахуй, где вы будете нахуй всю жизнь в каторге батрачить нахуй. Хоть и будет демократическая страна. Это будет как раз вам такой ответ нахуй. Ответ сез кутак башларга. Как предатели Родины. Предатель своего народа. Башкорт һәм татарны предавать иткән халыкны сез шуны нәрсәкә этләре буласыз. Шу этлекне бетерер өчен гомергә маңкуртлыкны без должны будем сделать таким образом. Ну, вы сразу начнете переобуваться, как в Германии немцы начинали прятаться нахуй, как евреи прятались от фашиста Гитлера. Вы будете переодеваться нахуй в женщин нахуй, наверное, сбривать усы свои нахуй, я не знаю, платье одевать нахуй, я не знаю. Как-то будете вы переодеваться нахуй, переобуваться от своего манхуртства. Или будете бежать еще какие-нибудь другие страны нахуй, или в ту же Московское болото убежите. Ну, это ваше дело. Но суть будет вот такой. Суть будет монашунды. Вот примерно ваше плачевное состояние будет таким. Сіз уйлямагыз, что вы успеете пожить, кайфануть нахуй, вот эти заработав по 2 ляма, короче, или там, как Хабиров сейчас сказал, 550 тысяч, оказывается, Хабиров сказал, что зэки из Башкортостана будут 550 тысяч получать, оказывается. Ну, давайте. 550 мең алып өлгерәм икән шул зэк нахуй за какой-то период. Или его шлепнут нахуй украинцы. Примерно так. Луки лайк мында яза. Кимсен дия. Кимсен? А син кимсен? Меня вот удивляют такие люди, которые задают кимсен. А я миссия мана хазар югурдым да и должен что-то докладывать. Мана мин мананды и ишмат тошмат дип миссия сүлимме шуны. Мне поражаюсь. Вот урысларда да дохуя шунда комментарийлар чыга. Кто ты? Кимсен? Как будто кто-то тебе ответит нахуй. И то, рахмат айтыгыз, что я отвечаю на все ваши юрные комментарии. Кимсен деген, блядь, суроо боламын энди нахуй. Шулай. Поэтому, как говорится, на такие вопросы тупые нахуй я не отвечаю. Кимсон нахуй. Так, дальше. Теперь разгина почитаем этот. Передохну, блядь. Так, свободная Башкирия. Кто-то скинул, будем читать дальше. В российских училищах снова запрещают хиджабы. Техникумы ХМАО, ну, Ханты-Мансийский округ, запретили носить хиджабы в целях безопасности.
тут чуть-чуть остановимся. Мына хиджабны соларға дейілер. Ну, тогда хиджабны солғаш, тогда давайте натянем всем нахуй на голову, блядь, эти стринги, блядь. Давайте стринги будем одевать. Ир кишилерде стринги кийсін. Хотын кишилерде бошына стринги киy бересін. Давайте шул дәрәҗәгә җиттек бит инде без. Давайте башыбызга стринги киек нахуй. И чтобы вместо трусов нахуй, как этот гейларны флаган, радужный флаг давайте будем из этого шить трусы. И все. Еще тишек-то калдырага можно. Куть тишегіне нахуй. Чтобы Путин дальше нас ебал. Раздев хиджаб, заставив снять хиджаб, и дурт біздің хизбут тахри болса да, дурт біздің татар қызларын түрмеге тығалар. Мискенлеріне мына қарап отырам, аж этот елысы келер нахуй. Ни при чем кешелер. Им просто какие-то долбоебы намудачили какой-то хизбут тахри, ля-ля-ля-ля-ля. Ну, они тоже нахуй, по сути, сами виноваты. Но с другой стороны, нахуй, если у нас будет демократическая республика, мы такую хуйню не будем пресекать. Главное, чтобы они хуйню не страдали, не взрывали и, блядь, күтін қысып қына яшасындар, когда хоть шуқынсынлар онда нахуй, сігіліп қатсындар. Бар-бар олар өзлері жауап береді дүнияда, понимаете? Біз оларға жауап бермейбіз. Аллах Тәалам, этот, как говорится, біләсіз, он един. И поэтому біз Аллах Тәаләгә генә біз сығынабыз. Біз только шул Аллахымға гына сығынған кишилер біз. И когда говорят, что Башкортостанда будет и Татарстанда демократия, Татарстанга я не могу гарантировать, там вот эти всякие ушлепки Рафиса Кашаповы будут там, наверное, рулить. Вот эта тема, да, ведь войдет, когда мы войдем, само собой. А Башкортостанда, конечно, я буду рулить. Башкортостанга я сразу заявляю, мен айтып коем, Башкортостанда только мусульманлык была. Мусульманлык. Всякая херня-мирня не будет распространяться. Оно будет, допустим, если оно будет какая-то секта, хизбуты, там, вовчики, там, туда-сюда, пусть живут. Но если Башкортостанга олар зарар китерселер, сразу алып шиирге нахуй оларны. Зинданга нахуй тыгырга, блядь, 100 жылга, блядь. Если они принесут зарар біздің Башкортостанга. Если күтін кысып яшайкен, яшасындар. Потому что олар да бит, бәлкім ол башкорт болырға может, бәлкім ол татар болырға может, просто башы эшләмей. Ну, мы будем их считать придурками. Вот и все. А зачем их, как говорится, гасить, как вот эти твари, путинисты, которые сейчас дурт хатымны хизбут тахри деп тыгалар, подсовывая им какие-то книжки, какие-то хренюшки, блядь, захватывая, как они заходят в дом, аж долбит кувалды чужой дом. Зачем ты ломаешь? Да ты постучи, пусть откроют тебе. Нет, она же надо такой кипиш делать, сындырып ишеген кіріге керек, бичара хатынларын үйін. Мына дейді маразымда яшайбыз. Ол исләтмейміз сізге біздің қортатайларыбыздың вақытындағы хәлләр. Когда было, как говорится, вот это раскулачивание. Раскулачиваниеда үйлеріні яндырғанлар. Сен бойсың деп. А бай болса ям ол бит башкорт болған, татар болған, какая разница? Кім болған? Мана шул вакытта безне халық уже сынған болған шунда ук. Біз мына хәзер 100 жылдан соң уянырга уйлыйбыз. Шу уянуны безгә кимдер куллыймы? Юк. Башкорт белән татар үлгән. Алар урыс өчен генә үләләр нахуй. Без өчен, халык өчен беркем күтәрелмәй. Шулардан соң сез нәрсә уйлыйсыз? Сез уйлыйсыз, что сезне башыгыздан сылап куямы урыс? Юк, сыламый. Сезне просто молодец дип турып нахуй сугышка җибәрә. Сугыштан сез кайтып килмисез. Сезгә ул 200 меңдә барып җитми бит. Хатын балашага үлгәч даже акча да бармый. Придумает что-нибудь. А он был не контрактником, ты да куя, срочник, а срочника акча юк. И пиздец. Пиздец на этом. И что вы докажете? Ничего. Человек сдох. Нет тела, нет дела нахуй. Вот и все. Идем дальше. Мусульманская семья пожаловалась на нововведение в Лянторском нефтяном техникуме, сообщил Вестник Сургутского района. Сургут бит безне татарлар яшейді инде. Примерно. Понимаете, да? Отец одной, башкортларда до хрена. Отец одной из студентов сообщил, что запрет стал для них неожиданностью.
Летом при поступлении девушки руководство не возражало против ношения платка. Сейчас оно вынуждено не посещать учебу. Директор учебного заведения Наталья Ионина заявила, что ей дали подумать месяц, но пока не отчисляли. По словам Иониной, запрет ввели из-за безопасности. Директор сообщила, что в Югорском университете, филиалом которого является техникум, есть приказ о недопущении одежды с символами, свидетельствующими о политических и религиозных убеждениях. Напомню, сегодня стало известно, что правительство РФ не поддержало законопроект на локальные запреты ношения хиджаба. Как бы непонятно, кто чё, блядь, нахуй, хуй поймешь, то поддержала, то не поддержала, нахуй. Ну, суть, что bizni musulmonlarni nechik bo'lsa-da izirgavlaylar. Biz yo'qlab yotamiz. Также этот Дагестан и Чечня то же самое. Шулай. И вот дальше почитаем. Мы тоже скинули, тот самый из Башкорт. Ну, наверное, Габбасовна группа, само собой. И вот он пишет тут, что у Суляшкян каким-то журналистом Новой газеты Илья Азар отказался от дебатов. Я знаю, что моя аудитория ждет ответы Ильи Азара, но последний отказался от дебатов с регионалистами. Почему я хотел участия именно Азара? Дело в том, что он писал статью под названием «Продукты распада». Эта статья одна из причин того, почему регионалисты обвиняют независимые русскоязычные медиа в предвзятости по отношению к ним. В ней, как утверждают активисты, много расизма, шовинизма, снобизма и даже эйджизма по отношению к ним. Ее не воспринимают как просто статью, она и правда написана очень жестким языком. К ней относится как к выражению мнения значительной части русской оппозиции, так как на странице того же Азара под постом о статье тогда собрались громкие имена, которые отозвались о регионалистах примерно так же, как Азар в самом материале. Наряду с ней выходили материалы и других ведущих антикремлевских русскоязычных СМИ, но всех их, как считают регионалисты, объединяет имперский подход. Очень настораживает неготовность Азара открыто обсуждать и готовность обзывать журналистам материале. Вообще-то очень жаль. Рамазан Алпаут. Ну, я как понял, это не с Габбасовым, наверное, хотели общаться, а с Рамазаном Алпаутом, наверное, хотели общаться, который из Озатлык или там радиусом, или Реал Идилия, Реале Идилия, что ли, Нарсякейдан. Какой-то это данный, короче. Типа журналист тоже Азатлык, но только Реал Идилия, что ли, что-то такое. Оттуда. Я так понял вот так. Я это вначале читать начал, что это слова Габбасова, но в конце получается, что это Рамзан Алпаут, наверное, хотел с ним разговаривать. И не получилась у них беседа. Шулай. И исходя от этого, что я к этому хотел добавить, где-то сегодня что-то говорил. Ну вот, если даже это был Габбасов, это его слова, или Рамзана Алпаута, я бы мог бы и с Рамзаном Алпаутом поговорить, но не показывая в данный момент пока себя. Но тут пришел такой ответ, что с Габбасовым надо себя, оказывается, мне показывать. Вот так вот. Ну, я рад, добавил я свое, как говорится. И тут, конечно, как обычно, короче, чуть-чуть сверху пройдусь, как у Майкла Наки, откуда Россия берут солдат. Калеки, инвалиды, больные раком и так далее. Получается, весь сброд, который еле как сами живут, в Рашку, короче, тащат таких людей. Отовсюду. И Башкортостандан, и Татарстандан, само собой. Так, Лига свободных наций. Вчера я об этом говорил вроде бы. Сегодня я чуть-чуть просмотрел, да. Получается, из Перми татарин какой-то, татарин из Перми, получается, Радик Гарипов из Пермского края, который говорит только на русском и татар телен бельми. И такое интервью с пленным, как бы, да, ведь брал этот Саид Исмагилов из Донецка, записал для Лиги свободных наций. Интервью с пленным татарином
вот этим Радиком, короче. Ну, чё я могу сказать инде? Башкортстанда да шулай ук, Татарстанда да шулай ук. Безнең Башкортстанда, Татарстанда телне білушілер әзәйген. Юк десе де була, юк вообще. Ни үшін? Потому что сіз думаете, что Россия никогда не развалится, и сізге шу урыс тілі белән дә күмелсәгез була. Ну, тогда сізге әз калды шукынырга тогда. Как Татарстанда шукынганлар кебек, сізге шукынып кына бетерге. Тогда, ну, значит, сізге шыннап та шығып кетерге туры килә инде. Біз керә торган булсак, Башкортстанны, Татарстанны бушатып куегыз. Алсынов әйткән кебек, кара халык анда, кара халык монда, тапа-тапа-та. И вот сіз дә, наверное, китәсез Мәскәү болоталарына, Рязаньга карап. Мына вот примерно так, наверное, ваша дорога будет стоять туда. Потому что нам нахуй не нужны люди, которые не знают свой язык. Легче нам позвать из Азии, Казах, Узбек, Кыргызны чакырсаң, и то үзләренең телен белә. Безнекеләр белми. Так что сезнең урыныгызга заселяться кеше муйннан табыла. Если даже на то пошло, можем и африканцев вызвать. И то они будут учить наш язык, татар телендә и башкорт телендә. Они не будут брезгать нашими языками. Кабениться нахуй, такя берлек не будут они проявлять, а будут просто тупо учить. Шулай. Так, теперь самый момент тоже про Яшкина нахрен. Яшкин Кют, я его сегодня назвал. Илья Яшин, Кутакбаш, что-то там начал выеживаться. И вот про него тоже сегодня все эти каналы высказались, я так понял. Вот сейчас пройдемся по нему тоже. Этот Яшкин Кют, получается, гонит ту херню, которую он, наверное, в тюрьме вызубрил. И получается, конкретно уже можно здесь сказать, как я уже сегодня где-то говорил, что Яшкин Кют это, блядь, отброс шпиона ФСБ. Получается, этот черт, получается, хоть и как будто бы против Путина, как будто бы против нахуй вот этого всего, блядь, войны Украины, будет диктовать и диктует то, что мы все будем под ними. Понимаете? Путин как бы уйдет по его, как говорится, замыслу, но он-то это не может сказать, он как бы против же Путина, но суть, доктрина та же самая, чтобы Башкортостан, Татарстан, Чечню, Якутию не отпустить. И поэтому он пиздит сейчас во всех нахуй каналах, везде нахуй дает интервью, и этого гандона слушают все. Почему? Потому что каферам и вот этим всем, блядь, неверующим нахуй, шайтанам, славянам или, блядь, псевдо нахуй, уродам нахуй, всем нужно, чтобы Россия была единая, блядь. Не хотят они нахуй наши земли отдавать. Поэтому нам нужно только бороться. А вы спите, блядь. Не хотите нахуй бороться. Итак, читаем дальше. О чем он говорит. Яшкин Кют использовал ребенка из Донбасса для манипуляции мнением литовцев. Ага, Литвага барып инде нәрсәкәй бирә. Концерт дигән бәттәге. Узкий оппозиционер и политический иммигрант Яшкин Кют провел встречу со своими сторонниками в Вильнюсе. Во время этого мероприятия, как пишет сам Яшин, микрофон взял мальчик из Донбасса, который сказал, что Пукинская война лишила его детства и что он до сих пор вздрагивает от громких звуков. Трогательно, не проблема. Трогательно, не правда ли? Но вот проблема, термин «путинская война» — это выдумка узкой либеральной оппозиции, а не этого мальчика, чье детство действительно было разрушено. Война узкоукраинская, а не путинская. И тут начинается подмена понятий. Пока мальчик говорил о боли и страданиях, Яшин старательно переводил все в удобное для себя русло. Мол, виноват только Путин, а россияне тут вообще ни при чем.
мна, курдегес, получается, это мразота нахуй сейчас как бы пытается отбелить. Как я в начале эфира вам рассказывал, что башкирт блин татар, которые идут воевать, позорят нахуй нас, которые нахуй вообще ни при чем, руки не в крови, альхамдулля, и мы сгинули оттуда нахуй, блядь, с этой ебучей нахуй рашки вовремя. И получается, мы все равно нахуй этим пидорасам, нацистам, украинцам нахуй будем, блядь, также нахуй этими узкожопами нахуй, башкиртами и татарами. Вот к чему вы привели наш народ, пойдя, блядь, на войну на Украину. И вот этот он пытается отбелиться еще. Типа нахуй есть, как я вам говорил, хорошие узкожопые и есть плохие узкожопые. Среднего не бывает нахуй. Только есть хорошие и плохие. Поэтому для нас они все плохие нахуй. Вот это вам нужно, блядь, запомнить. И тут он, блядь, вот сопоставляет нахуй себя нахуй, который нахуй вышел сейчас из тюрьмы отъебанный, и который явно уж, блядь, нахуй работает на ФСБ, и еще будет нахуй здесь нам свою доктрину нахуй качать, блядь. Типа Путин олама, блядь, балар эйбатикен нахуй, и они спасение. Понимаете смысл какой нахуй? Если глубже понять, что Путин просто подготавливает этот под себя нахуй другую нахуй аудиторию. Такая же нацистская нахуй. И то же самое ФСБ будет. Все это дерьмо будет. Вы не думаете, что навальнисты придут, станет вам лучше, и пенсии подымут, и ебать вас не будет. Нихуя. То же самое будет. Только нахуй у нас будет только спокойствие тогда, когда Башкортостан и Татарстан выйдет нахуй полностью из этой ебучей узкожопой России. И вот. Удобная риторика для тех, кто хочет сохранить империю, заменив императора. Так и хочется сказать: Илюшка, а кто сидит в танках, в БТРах и в БМП, кто запускает ракеты по больницам, кто насилует и пытает захваченных украинских городах и селах? Там везде Путин? Нет, я скажу вам, там башкортлар, татарлар, чеченлар, дагестанлар, якутлар, бурятлар, мордва, марийцы, чуваши, узкожопые, все там, все нахуй, и маньяки нахуй, и все нахуй, весь сброд, блядь, там, весь нахуй, манкуртской, блядь, война нахуй, манкурты с Башкортостана, с Татарстана, все там, которых еще запошляют нахуй, блядь, со всех, блядь, деревень и везут им нахуй, блядь, огурцы нахуй соленые с водярой. Такие заявления, как у Яшкин-Кута, нахуй, это способ узкого либерального иштеблиншмента, блядь, нахуй, выгородить народ и общество, которое, как бы не печально это звучало, несут не меньшую ответственность за агрессию. Но ведь гораздо легче делать вид, что это война одного Путлера. Это снимает с народа и общества. Необходимо задуматься о том, что происходило все эти годы, как готовилась почва для этой имперской агрессии. Понимаете смысл? Пока Яшкин Кют, блядь, размахивает лозунгом про путинскую войну, россияне молча или активно поддерживают разрушение, убийство и беспредел. И либеральная оппозиция боится произнести вслух, что эта война не одного диктатора, а целой системы, которая была выстроена благодаря молчаливому согласию миллионов. Понимаете? Будыяна, деколонизация и распад — лучшее, что может случиться с Рашкой. Будыяна, что безне, урыс кутак башлар, блядь, бу уенга тыгып койды нахуй, принудительно. Из-за чего? Из-за того, что нахуй мы не можем дать отдачу. Мы до такой степени нахуй расслабли нахуй, до такой степени нахуй поверили, что, блядь, узкожопые безге дуслар, туганлар, кутагам. И забыли, что безне туганлар бит ул казаклар, узбеклар, кыргызлар, таджиклар и так далее. Примерно та степь, это наша степь. Общая была.
А не эта верхушка узкожопая нахуй, которая, блядь, рулит нахуй своими корявыми нахуй руками нахуй во все, блядь, нахуй наши земли нахуй из Москвы достает. А sizga просто надо, блядь, нахуй, блядь, на это, как говорится, сказать нет. Мы не узкожопые нахуй. И выйти против Путина нахуй. И все. Ничего, блядь, нахуй sizga narsaga трудного здесь нету. Bir narsada bunda og'irlig'i yo'q sizga. Siz bu qo'rquvni уже to'xtatirga tegishsiz. Qachonga qadar siz qo'rqib narsaga o'limga borg'a o'ylaysiz. Siz o'ylaysiz qo'rqib Putinni quloq solib borsangiz siz narsadir shapli halimaga aylanasizmi? Shap bo'ladi deb o'ylaysiz buni. Bir narsa shap bo'lmaydi bunda. Просто этот страх вы переводите своим детям, говоря, что, блядь, нахуй, в Украине, нахуй, нацисты и так далее. Но нацисты сидит, нахуй, в Москве, и говоря вообще в общем положении со стороны мусульманства, нахуй, bizga urisi da kerakmi, nахуй, хахулы da kerakmi bizga, ikkisi da kerakmi, по сути. Bizga kutaqqami kerak olar, блядь, хоть sigani bo'lsinlar, nахуй. Bizga nахуй они нужны, блядь. Boshqirt bilan totarga вообще ular keragi yo'q. Biz qo'yda yashaymiz, ular qo'yda yashaylar. Минимум 2000 километр, блядь, до Украины, Башкортостандан. Минимум. И вы, получается, нахуй, едете оттуда сюда. Нахуя. Если вы могли бы просто, нахуй, доехать, блядь, 1500 километров до Москвы и ёбнуть Путина, нахуй. И все, уйти. Yo'q. Sizga bit nахуй Putin uchun o'lirga kerak nахуй. И непонятно, Россия uchun o'lirga kerak. Россия, блядь, который sizni to'lab o'tirib, блядь, nахуй, xalqni qira, a siz borag'a tegishsiz onda. Men anglamayman. Men bilasizmi, o'zimda 3 qon bo'la turib da men o'zimni mog bo'lib подключить hozir bu sistemadan chiqib aymi. Men o'zimni o'zbekda deb olirga mog'ba. Men o'zbek, допустим, sizga. Men O'zbekistondan kelgan, ko'chib kelgan Boshqirdistonga kishiman, допустим. Menga до pizды deydigan mog'ba men. Что menim Уфамдан xalq o'la. Мне было бы до пизды, допустим. Муна, как вам, коренным башкиртам и татарам, которые родились там, нахуй, если вам до пизды, нахуй, я мог бы тоже так же действовать. Но, Аллаха шукр, мое воспитание не дает этого, нахуй. Потому что bizni xalqni qirganda, ul degani, boshqirt totar menim qonimda bor ekan, qirila ekan, men og'zimni ochib qarab tura olmayman. Похуй deb aylanib, mana men qochib ketganman. Menga u kerakmi, по сути? Как мне один Ташагин Марат сказал из Казани. Ты же уехал, говорит, нахуй, блядь, эту тему поднимаешь. Мы с узкожопами живем, так и живем. Не трогай нас, нахуй. Типа, иди нахуй, иди до меня. Мой, так скажем, давний друг. Сраный айтишник. И после этого что? После этого я понимаю, нахуй, что Татарга, нахуй, Татарстанда кутакта керекми? Ну, керекмегеш, нахуй, Башкортостан-то башка республика. Biz вообще, по сути, Татарстанга да кутак куерга может быть. Bizga олар нахуй керек. Винегрет ебаный. Сброд нахуй собранный, крещенный. Кутак сырлары. Bizga олар керекми да, по сути. Башкортостан o'zini tiklarga tegish. Если на то пошло. Мен Башкортостандағы татармын мен. Башкортостандағы башқұртмын мен. Мен Татарстанға вообще касанием yok нахуй, если на то пошло. Значит, получается, мен Башқұртстаннан болғаш, Өзбекстандан келсем де, мен Башқұртстан үшін өлерге де әзірмін. Но сіз туыла тұрып Башқұртстанда өзіңізді башқұрт деп хис еткен кішілер һәм татар деп тұрмағаш енді, блядь, нахуй. Bizga tururga to'g'ri kela ekanda. Bizga to'g'ri kela tururga o'zbeklarga, так скажем, O'zbekistondan kelgan.
Menim imkoniyatim bo'lsa-yi, oqshom bo'lib, mana приличный oqshom endi. Bunda sug'ishqa bitgan приличный kerak oqshom. Bir avtomatgina tura, minimum 1000 баксов, наверное. Я не знаю, сколько стоит один автомат. А ему сколько пули надо. Menim oqshom, наверное, bo'lsa, я, наверное, просто тупо, блядь, нанял бы нахуй с Бангладеша, как я говорил, нахуй, людей, блядь. Пришли бы нахуй, освободили бы Башкортостан с Татарстаном нахуй за 6 секунд. Бангладеш-то кишек дохуя все равно нахуй. Им не жалко, блядь. Оплатили бы нахуй им денег и просто разъебали бы нахуй Путина и все, блядь. За 3 дня. А башкирские татар пусть сидели бы дома. Не высовывались бы нахуй. Я бы сделал бы такую, как говорится вам, сенсационную зачистку нахуй. Сегенеп-то турмаса егіз. Просто тупо сидели бы дома нахуй. И все. Ща еще бы тұрғыз нахуй. Но опять-таки мені оқшам yok бит. Оқша болмағач, блядь, башкир bilan татарны пытаюсь разбудить. Может, мы все-таки сами бесплатно за свою родину нахуй будем повоевать? Как думаете? А не так, что, блядь, нахуй, вы, нахуй, блядь, думаете, что Украинаға барып келдім да 200 000 алдым, и шоңдан все, Путин отстал от меня. Нет. Сіз Путинны құллары, блядь, нахуй. Путин не отстанет от вас никогда в жизни, нахуй. Мен-то мында да яшай алам. Если на то пошло, нахуй, кутағымна да қойып қойыра могу Башқұртстанға. Татарстанға подавно. Но не дает тот момент, что менің қоным башқұрт татар. Понимаете? Вот в чем прикол. И когда меня, как индейцев, американцев гасили, нахуй, вот так загасят, нахуй, я буду на стороне смотреть и хлопать ладошки, но будут дұрыс пулим. Потому что милләтіңні үтіргенде башқа халық қарап тұрған халық теге кіші, мен ойлаймын, наверное, не стоит потом говорить, что он башкирт или татар. Когда вас, как говорится, всех начинает, блядь, на убой отправлять, и вы не можете встать и сказать, я не понимаю. Нахуя вы тогда живете, блядь, Башкортостан или Татарстанда? Пиздуйте тогда куда-нибудь, нахуй, в Бразилию, в Мексику, нахуй. Потеряйтесь там, нахуй. Чтобы вас никто не знал, нахуй. И все. И заселят, нахуй, Башкортостан или Татарстанда других узкожопых. И все. И Башкортостан, Татарстан на века пропадет на земле. И все, будут только узкожопые там. Никто не будет воевать. И я забуду, нахуй, эти терки. И YouTube каналы закрою, нахуй. Все закроется, и все, мы забудем обо всем. Все. Не были никого, все. Только был он там на краюшке Казахстан. Все. Казахстан гана қалған. Башқа татар yok, олар болмаған. Өмірде болмаған вообще. А когда мендан сұрайлар, а сен кім дейсәләр? А мен білмем дейім. Мен білмем кім. Примерно к этому, нахуй, придут наши дети. Вот эти, нахуй, слова будут звучать bizning bolalarımızdan. Потому что они не найдут, где Республика Башкортостан мустақил и қоя Республика Татарстан. Олар таба алмай. Также Дагестан, Чечня да таба алмайлар. Yok, они не найдут. Оно все будет рашка-пидорашка. Где нету, нахуй, ни школы, нахуй, татарской, башкирской, ничего нету. Қойдан олар білерге тиіш. Азақы сөйлеу, біздің тіліміз, мына біз азақы тұтулар. Біздің балаларымыз уже білмейді татар тілін, башқұрт тілін. Олар китап оқыса да заебутся учить, потому что китаплар да білмей, нахуй. Китап-то yok та енді уже. Қойсы, блядь, нәрсе қой, Қазан китап қойда, татар китаплар шыға. Нихуя бір қойдады шықмай, блядь. Қоя ол шығырға тиіш, нахуй. Бір нәрсе шықмай, блядь. Татар тілінде бір нәрсе не актуально. Башқұрт тілінде да. Кімге олар керек? Башқұрт тілінде, татар тілінде, если вы в узкожопском мире живете. Кому оно надо, нахуй? Если вы пиздите везде между собой, нахуй, на русском.
привет, пока, бля, вот так нахуй. Все, блядь, эти сраные тёлки, блогерши, все пидораски, блядь. И пидорасы, нахуй, сраные блогеры, которые все говорят на русском. Кутакса, если ты блогер, нахуй, веди нахуй на нашем языке блогер. Ташагин, ты кому этот блог ты ведешь, блядь? Кутакбаш, блядь. Это ладно, мен сөйлем разные тельда, потому что Кутакбаш украинларға да надо доносить это, нахуй. Так, татарский разведчик пишет. Перекур. Дальше. Так, азгана комментарий почитаем. Да, кубайып кетті комментарий. Так, сейчас. Так, yazarlar. Орысша сөйлеме. А что не двигается? Орысша аралаштырып сөйлебе, татарша сөйле, орысша сөйлеме, чисто татарша сөйле. Из всех, что не было возможности сделать любовь, любовь не было возможности. Блять, какой-то овса, блять, какая-то нахуй. Сука. Сейчас. Как обычно, нахуй, вирусы заходят. Сука. Не реагирует, нахуй. Так, ладно, мында справа вообще комментариев нету. Кыргызстан дели ошундай пишет. Мен сизди колдойм. Рахмат. Да говно, блядь. Что-то тут... Короче, ладно, короче. Так. Короче, комментарии я не могу читать. Потом. Итак. Как раз дальше про этот, кто-то пишет. Татарский разведчик, короче. Татарское национальное движение на протяжении... Мана шуна да, татарский разведчик пишет на русском почему-то. Шуна ведь татар булгач, блядь. Татар тілінде язып білмейм екен. Я много постов читаю, все посты, блядь, в телеге на русском, блядь. Я не могу понять, почему нахуй. Почему такой, блядь, тупизм нахуй. Пиздец, я хуею, блядь. Итак, ладно. Татар национальное движение на протяжении многих лет существовало как важный, но, к сожалению, ограниченный по влиянию феномен. Его цели защиты национальной идентичности, культуры и языка татарского народа имеет все основания стать частью мощной политической борьбы за независимость Татарстана. Но, как ни странно, движение таки не приобрело той силы, которая могла бы по-настоящему противостоять федеральному центру. Почему так? Что именно тормозит его развитие? У Башкортостана, да, башкортларга, да, это относится. Во-первых, ключевой проблемой является отсутствие общей стратегически продуманной цели. Национальное движение, добивающееся успеха, всегда имеет четкий план действий и долгосрочную программу. В случае Татарстана борьба за культурные права и язык оказалась разрозненной, блядь. Пиздец, сюзляре, блядь. Порой создается впечатление, что люди пытаются спасти язык и традиции, но не видят необходимости в борьбе за настоящую политическую независимость. Это замыкает движение в рамках культурных вопросов и не дает ему выйти на уровень полноценной политической силы. Второй важный момент – это отсутствие широкого и организованного движения среди молодежи. Молодежь – это основа любого сильного движения за независимость. Однако татарская молодежь все больше русифицируется и ассимилируется в общероссийскую культуру. Sizga javob. Национальное движение недостаточно активно работает с молодыми людьми, не предлагает им привлекательных идей, способных вдохновить на активную борьбу.
Так, вследствие интерес к национальным вопросам среди молодого поколения снижается. Конечно. Конечно. Блядь, bütün Tatar'da, Башкирт'та, блядь, урысша, блядь, сөйлеселер, олар герой, блядь, геройға айланалар, нахуй. Вот этого я не могу понять. Я по жизни этого не мог понять, нахуй. Как я, блядь, переехал, блядь, Башкортстанга, я с тех пор я поражался, блядь, что bu долбоеблар bütün жерде, нахуй, популяризирует, нахуй, урыс тілін. Урыс тілін сөйлешер, ауылда да. Ой, ненейка, мы же на русском говорим. Деп мына шулай юрилер, нахуй, малайлар, қызлар, блядь. Ой, мы не знаем татарский, мы не знаем, нахуй, башкирский. Мына шулай. Вот нәрсе дегені енді бұл. Бұл дегені, нахуй, урысны күтін үбі түгіл міне, нахуй. Бұл урысны күтін үбі, мына шулай яшәргә теге ынтылған халық. Шунарға, блядь, уже күнген халық. Мына шул халыкны ничек, блядь, можно мы, нахуй, с этого вытрезвителя вытащить, нахуй, где вас, нахуй, ебут, и вы не можете очнуться уже, блядь, нахуй, уже, блядь, от этого, нахуй, не знаю, тошноты, блядь. Не можете понять, что без нахуй полностью урысқаттығы біттілер бетінде, нахуй. Еще поражаюсь тех людей, которые, блядь, вроде шашы қора, мына, шашы қора, оны сораға бойлар. Шашын қора екен, блядь, нахуй сен оны сораға бойдың, блядь. Вот таких тоже, блядь, удивлялся, нахуй. Хатын қызлардан, блядь. Долбоебки, блядь. Не дано вам, нахуй, быть, блядь. Уже, блядь, в корень не дано вам, нахуй, быть брюнетками, нахуй, или как, блондинками, нахуй. Брюнетки, нахуй, будьте. Ташагинлар, блядь. Шашын боя берейлер, блядь. Урысқа, моржаға айланып. Так, третье препятствие – это экономическая зависимость Татарстана от федерального центра. И экономика республики интегрирована вообще в российскую систему. И многие считают, что отделение от России нанесет серьезный ущерб экономике региона. Но проблема не в этом. Вопрос в отсутствии экономического плана, который показал бы, что независимый Татарстан может быть успешным и процветающим, как говорил Мирсаид Султан Галиев. Если хочешь иметь национальную культуру, добивайся национальной экономики. Без сильной экономики, которая могла бы стать основной для развития нации движения за независимость, так и останется на уровне разговоров о культурной идентичности. Кроме того, проблема заключается в отсутствии единого лидера или объединяющей фигуры, которая могла бы собрать вокруг себя массы и придать движению четкий вектор. Лидеры должны вдохновлять и показывать, что независимость возможно и достижима. Но сегодня татарское национальное движение разрозненно, и различные группы внутри него часто действуют по-разному, не имея единого плана или общего руководства. Мана, так и было. Так и было. Вот это, блядь, этот явно это пишет, нахуй, вот этот татарский разведчик, это с той категории, нахуй, Рафиса Кашапова. Вот из этой категории, люди из той категории пишут. Вот. Получается, нахрен, они тоже не могут, блядь, найти общий язык, нахуй. Ни с Русланом Габбасовым, ни Кашапов, нахуй, ни Кашаповы эти, нахуй. Никто не может. Ни Айсины, нахуй, ни Хуяйсины, блядь. Никто не может найти общего языка. Потому что у них нету, нахуй, плана общего. Потому что этот топит за Башкортостан, тот топит, нахуй, за Татарстан. Хз, блядь, как дальше жить, блядь. Манашунды халь. И, наконец, важный аспект – это давление со стороны федеральных властей, направленное на подавление любых форм национализма. Российское правительство эффективно использует инструменты пропаганды, подавления и контроля для того, чтобы ослабить любые попытки региона говорить о независимости. В таких условиях любая инициатива встречает сильное противодействие, что, безусловно, осложняет движение. Вот. Это мы сами себе построили козни, блядь. Мы сами, нахуй, лопухи, лайк-башлар, нахуй. Шунарга, блядь, чтобы нам самим встать и сказать, нахуй, что біздің тіліміз башқұрт, біздің тіліміз татар, дир үшін, біз қорқып отырамыз, нахуй, русская общинаға, нахуй, волю даем ходить, нахуй, свастиками, нахуй, орать, нахуй, русские, блядь, с ними бог, ла-ла-ла-ла-ла. Вот это. Біз өзіміз виноват. Күтні, нахуй, блядь, тұрғызырға керек, нахуй, а утырмасқа, блядь, қорқып, блядь. Қошан біз тұрамыз, блядь. Біздің балаларымыз уже явно тұрмай, нахуй, урысқа қарсы. Потому что они уже обосрутся.
Если мы обосранцы, блядь, они уже вообще обосрутся, потому что им это будет невыгодно, блядь. Потому что они не знают, с чего начать, нету плана. Они не знают, как бороться, блядь. А мы знаем, как бороться, нахуй. Урысны полностью сыгып чыгарга керек. И все, бітті. Шуның үшін просто ир кишилер керек. 1000-2000 ир киши керек. Больше бір ким керекми бізге? Бізге көп киши керекми? Вы не можете понять этого. Вот примерно так. Так. Понятно. Путин сошел с ума. Дальше. Свободная Удмуртия. Свободная Удмуртия. Какой-то телеграм-канал есть. Свободная Удмуртия. Удмурты есть, можете почитать там у себя. Путин, долбоеб, в 2025 году более трети федерального бюджета планируется направить на войну. Это 13,2 триллиона рублей. Курасызма? 13 триллионов рублей, блядь, нахуй, хотят, нахуй, на войну, блядь, направить, блядь. Шунардан соң, нахуй, нендей сізге, нахуй, пенсия болсын? Сізге шул Куттак Башевский урысларына Россиясы керекми? Башкортостан вообще не при делах. Татарстан не при делах. Бүтін әйбіріміз бар. Алтын, нефть, бүтін әйбіріміз бар. Бізге нахрен отдавать 13 лямов. Это получается 13 лямов. Это получается как тот день. Я говорил, что Татарстан дал 1 триллион. Башкортостан тоже 1 триллион дал. Ну вот, 1 триллион Башкортостан, Татарстан дал. Чечня даст, Дагестан даст. И другие, Якутия, тут. Ну вот 13 регионов вам по 1 триллиону дали. И все решено. Понимаете, біздің оқшаға рахатланар нахуй. Конечно, біздің оқшаға суғышада, ішлетеді оны как хочет нахуй туйғынша. И шулық біздің оқшаны сізге түлі 200 мыңнан 2 миллион 500 мың итіп түлілер сізге нахуй. Үлгәш 5 миллион берелер, әйме вроде бы. Пиздец нахуй. Біздің оқшаны просто сізні истребляют и вам же дают эти же деньги нахуй. Охуеть, блядь. Вот, блядь, круговорот, как говорится, дерьма в природе. Нищая бюджетная сфера, всякие там школы, больницы, детские сады, библиотеки и так далее станут еще более нищими. Они Путину неинтересно от слов совсем. Потому что им нахуй это не нужно. Тяжело больным детям и так далее, диабетикам, люди с ограниченными возможностями. Им это никто Путинга кирякми бить нахуй. 300 миллиардов, которые соберет Удмуртия в следующем году, все до копеечки уйдут на войну. 300 миллиардов. Охуеть. Прикиньте. Удмуртия дает, оказывается. А многолетние проблемы республики так и останутся нерешенными. Да и все, кто не спрятался и не уехал, ждет новая мобилизация, которая станет просто неизбежной для Путина в 2025 году. А значит, новые цинковые гробы поедут в Удмуртию сотнями. Вот удмурты закипишовали. А Башкортостан и Татарстан нихуя кутын кутармяли. Ну, аңламайлар. Кремлевский маньяк поставил на карту все и не остановится ни перед чем. И тут вопрос. А зачем это народу Удмуртии, также Башкортостану и Татарстану? Неужели мы готовы ринуться в пропасть вслед за выжившим из ума дедом, уничтожающим нашу страну? Мяу. Окол бармы бізде? Мне кажется, вы уже чокнулись, блядь, там, Россияда. Аллаға шүкір мен шығып тойғамын, блядь. Пиздец, нахуй. Шунный халь. Ну вот, дойдем до того момента тоже, вот как раз дошли. Башкортостанда теперь платят по 505 написано. Где-то слышал 550 почему-то, непонятно. Ну, короче, 500 мыңдан не только участникам СВО, но и заключенным. Хабиров, видимо, решил, почему бы не мотивировать тех, кто уже сидит за преступлением, новым шансом отличиться. Что ж, логика в этом есть. Зачем выкладываться в школы и больницы на какое-то радио, если можно отправить осужденных на войну, а я заодно подкинуть им деньжат.
Ощущение, что вместе исправления и реабилитация тюрьмы становятся пунктами набора для армии. Как же легко теперь заработать в Башкортостане. Сидишь себе в камере, а тут бац, и тебе предлагают стать героем. Вопрос, нормальным людям что делать? Смотреть, как миллионы улетают к тем, кто готов стрелять за деньги? Алсынова тоже, наверное, скоро пригласят. Алсынова и тех 80 тоже тянуть начнут, посмотрите. Всех. Так что Башкортостан продолжает превращаться в полигон для людских экспериментов, и пока одни пытаются выжить, другие богатеют на войне. Отличный план, правда? Примерно охуенный план. Шундыхан, тут еще какая-то новая тема, ну, не по нашей теме. В Европе продолжает образовываться новое государство. Это вот этот Габасов пишет. В Албании в скором времени появится новое государство, которое станет самым маленьким в мире. Речь идет о суверенном государстве ордена Бекташи. Это государство, которое будет создано специально для последователей суфийского ордена Бекташи, который очень популярен в Албании. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что внесет предложение в парламент Албании с инициативой о создании такого государства. Оно должно быть создано по образу Ватикана, ныне самого маленького в мире государства. Суверенное государство ордена Бекташи станет не только самым маленьким в мире государством, но и самым молодым в Европе и мире. Ныне самое молодое государство в Европе — это Косово, образованное в 2008 году после отсоединения от Сербии. Косово населяет преимущественно албанцы, но также есть сербское меньшинство на севере страны. Косово, хотя и не имеет полного дипломатического признания, тем не менее признается большинством стран западного и исламского мира. Процесс отделения Косово от Сербии не закончится в 2008 году. Не закончился в 2008 году. Он закончится, когда Сербия перестанет считать чужую для себя территорию своей и признает независимость Косово. В Европе продолжается процесс создания новых независимых государств. Этот процесс начался после Первой мировой войны, когда распались Австро-Венгрия, Османская, Германская и Российская империя. Затем в 90-е годы распались СССР и Югославия. В 2006 году от Сербии отделились Черногория, а в 2008 году Косово. Безусловно, в мире существует тенденция по обретению независимых новых государств. Если в Албании будет создано государство для последователей одного суфийского ордена, то разве не может быть создано государство для целой башкирской нации? Конечно, может. Европа продолжит делиться, а самое большое деление произойдет, когда Россия распадется. Прислал подписчик, оказывается, ему. Ну вот и думайте, прислал подписчик или он сам выдумал. Хз, блядь, нахуй. Как говорится, суть том, что от всего этого нахуй, что Башкортостан, бля, Татарстан может сам жить. А то ноет нахуй в Дагестане нахуй. Типа мы дотационная страна нахуй. Мы не дотационная нахуй. И не нужно нахуй нас, блядь, причислять к этому. Мы не дотационные нахуй, если Дагестан так считает себя. Безге похуй, блядь. Безде bütün eyberimiz бар нахуй. Жерлерimiz бар. Igen утыртыла. Bütün eyber бар. Мал туар бар. Süt kaymak бар. Карасаң, блядь. Bütün eyber бар. Bütün eyber üse. В крайнем случае даже osh qola turgan bo'lsa, Qirg'izda Qozog'iston bor. Bizni ular точно osh qoldirmaydi. Ulamiz deganda-da. Поэтому я считаю, что bizga обязательно, блядь, нахуй Россиядан chiqarga kerak. Кровь из нос, нахуй. Нахуй, нам не нужно, блядь, жить в этой рашке, пидорашке, нахуй, и быть рабами. Вот и все. Другого варианта я не вижу. Вот так вот. Шундай хал, туганlar. Итак, ikki kishi o'tiraman, birgina kishi o'tiradi. Получается, наверное, сейчас я округляюсь и выйду, наверное, на другие каналы. Один будет TikTok у меня и другой YouTube канал. Мы вот так сделаем сегодня по уму. Потому что киша big S. Смотрящих мало. Сейчас я выйду, переставлю телефоны, выйду чуть по-другому. Так что давайте будем на 5 минут округляться. И дальше продолжим. Так, давайте. Лисенцов. И тут то же самое сделаем.